скажу честно, чувствую на себе многотонный бетон, вот иногда такое бывает. Ответственность огромнейшая, я его детально чувствую на себе. Ну, бывает сложно на самом деле. Не в том плане, что боюсь что-то не так сделать, а в том плане, что боюсь, что что-то может мои действия, они чтобы не были во вред кому-либо, и с другой стороны, чтобы они были честно, открыто и абсолютно прозрачно. Считаю, что в работе должны быть только деловые отношения на самом деле. Доверять, конечно, людям нужно, но нужно сперва начинать с себя. Что касается команды, да, здесь мы и поменяли и всех замов, и начальника отдела тоже поменялись. Сейчас мы идем одной, можно сказать, командой. У нас одна цель – это наведение порядка. Больше никаких отношений нету. В Осетии очень много Тидеевых. И братьев у меня тоже очень много. Но здесь, вот в работе, братьев нет, друзей тоже нет. Здесь есть только закон, работа, больше ничего. Братские отношения у меня только дома. Начали мы с земли, конечно, инвентаризации земли. Но то, что мы выявляем, конечно, это из ряда вон выходящий. Лично сам выезжаю на каждый земельный участок, на каждое обращение. Есть земли, которые свободны от прав третьих лиц. Это имеется в виду, они никому не предоставленные, но по факту они обрабатываются. Это Иравский район, это Ардонский район, это Лагирский район, все районы. И выезжая на места, я наблюдал ту картину, что уже поля, они засеянные, на них уже и кукуруза, где-то и картошка была, и так далее, и так далее. И главам районов я тогда говорил, я говорю, мне сейчас жалко пустить на ваши поля трактора, но даю слово, что в конце года, после того, как соберете урожай, чтобы здесь ни одного человека не было. Вот после этого мы уже раздали земельные участки, мы их предоставили в аренду через торги и так далее, и так далее. Что касается земельных участков, то на сегодня мы уже 15 тысяч гектаров у нас есть свободные от прав третьих лиц, мы их нашли в ходе инвентаризации. У нас еще есть 7 тысяч гектаров, которые мы поставили на кадастровый учет. В 2012-2013 году республика потратила более 10 миллионов, но право мы не зарегистрировали. Сейчас у нас задача зарегистрировать тоже право собственности на эти земельные участки. Министерство наше такое, что к нам люди ходят, естественно, и пожилого возраста, и контингент такой, что кому нужно на самом деле и связано с землей. И не могу себе позволить, когда взрослый человек возраста моего отца, моей мамы сидят в приемной, ага, я здесь сижу и не принимаю. Это из ряда вон выходящее. Я такие вещи вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Мой сотовый телефон есть на сайте министерства. У меня единственный номер, другого нет, есть еще домашний. Больше никаких у меня связей нет. Абсолютно не отключаю никогда, в любое время дня, ночи я готов на связи. От незабитого гвоздя конь потерял копыта. Из-за того, что конь потерял копыта, всадник не донес то, что должен был донести до штаба. То, что он не смог донести до штаба, и конь поломал копыта, люди проиграли войну. Так что здесь простых вопросов нет. Все вопросы нуждаются в детальном разбирательстве. Главное, конечно же, это мы должны знать, что у нас есть в нашей республике, территории республики обрисовать, где какие границы, какие земли у нас есть, пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. До клочка мы должны знать. Мы обязаны это знать, это наша территория. Что у нас свободно от прав третьих лиц, что еще нужно доработать, обработать, что у нас зарастает. Эти все земли мы должны знать. Что касается имущества, конечно, цель – это возврат имущества. То, что было незаконно в свое время передано, однозначно мы будем над этим работать. Самое интересное, мы знаем, как это делать. Посмотрим, что у нас получится, ну, вы будете видеть. Но настрой у нас абсолютно боевой. Руки мы не спустим, пусть никто не старается. Спасибо.